Добрый день, тут Ганна Соуся на відеосувязі з Варшави. Былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, экс-кіраўнік парку высокіх тэхналогій, былы амбасадар Валер Цапкала. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Валер, мы не маем поўнай інфармацыі, што адбываецца ў гэтыя хвіліны ў Беларусі, але мы ведаем, што ёсць затрыманыя, што прадстаўнікі ўлады ўжываюць гвалт. З таго, што вы ведаеце, як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Ну, я это оцениваю так, как, наверное, оценивают ее и все нормальные люди, и все граждане Республики Беларусь, как то, что в настоящий момент происходит в стране государственный переворот. Лукашенко вбросил уже информацию в отношении результатов выборов. Они совершенно являются сфальсифицированными, то есть это не просто фальсификация, это чудовищная фальсификация. То есть мы привыкли к тому, что там можно набросить 10, 20% голосов. То есть у нас в нашей культуре это так считалось в принципе нормально. Но то, что 70%, да, это вообще, конечно, не влезет ни в какие рамки. И люди, естественно, возмущены, и это справедливо они возмущены. Вот. Но Лукашенко, естественно, будет силой пытаться удержать эту власть. Он стянул и войска. Насколько я понимаю, что были перегорожены все въезды в город Минск, заблокированы, людей из регионов туда не пускают. Поэтому ситуация такая. Он совершает сейчас государственный военный переворот. Спадар Валер, ваша жонка Вероніка Цапкала. Сёння з'явілася інфармацыя, што яна знаходзіцца ў Расіі. Паводле першай інфармацыі, яна з'ехала з прычыны пагрозы крымінальнай справы, іншых пагрозаў. Паводле другой інфармацыі, яна паехала, каб пабыць з дзецьмі і вернецца яшчэ ў Беларусь. Ці яна ў бяспецы цяпер, якія яе далейшыя планы, бо яна ключавая асоба ў аб'яднаным штабе Светланы Тихановскай цяпер? Ну, она действительно, она поехала для того, чтобы провести время со своими детьми, вернуться обратно. То есть сегодня все-таки агитация запрещена, и ее там задача, она хотела просто действительно проголосовать с детьми, потому как то, что мы делаем, да, ясно, что это, конечно, в большей степени для молодежи, для детей, для того, чтобы они росли в безопасности, для того, чтобы они росли в свободной стране, чтобы они гордились этой страной, а не стыдились. И это, в общем-то... Алло? Так. И это, в общем-то, является вполне естественным. Поэтому она планировала вернуться назад, но я сейчас не знаю, какие планы. Я так понимаю, может, она в дороге сейчас в Минск находится. Скажите, калі ласка, вот з тых контактаў, якія у вас засталіся з прадстаўнікамі ўлады, ці вядома вам, што цяпер адбываецца ў сілавых структурах, ва ўрадзе, сярод высокага чынавенства? Што вам вядома? Ну, насколько я понимаю чиновников, то там нету никакой витальности, то есть там нет большого желания за эту власть бороться. Вот. Силовые структуры, они, конечно, стоят перед серьезной дилеммой, потому как, с одной стороны, они давали присягу служить белорусскому народу и Конституции, с другой стороны, у них там написано выполнять приказы начальства, вот. И у них сейчас как такая фаустовская сделка с совестью, то есть они понимают о том, что они выполняют незаконные требования Лукашенко, вот. Но как вести себя в этой ситуации, мне кажется, что здесь еще им самим не до конца ясно. І апошняе пытанне, калі вы прымалі рашэнне балятавацца на прэзідэнцкую пасаду, гісторыя не мае умоўнага ладу, натуральна, але каб вы ведалі, што так будуць разгортвацца падзеі, ці вы б зрабілі тое самае? Ну, действительно, история не имеет сослагательного наклонения, я не жалею ни о чем, что я делал, вот, и поэтому сейчас политик, он не должен смотреть назад и не должен жалеть о каких-то своих шагах. Вот, он должен смотреть вперед, и сейчас действительно перед Белоруссией, перед белорусским народом наверняка будут стоять новые вызовы, серьезные вызовы, и надо будет этим вызовам соответствовать. Дякую вялікі. Гэта быў былы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Валер Цапкала. До свидания. До побачення.